С 2012 года резко стало увеличиваться количество дорожно-транспортных происшествий. Связано это с тем, что машины, которые участвуют в этих ДТП, они находились в неисправном состоянии. У кого-то тормозная система не работала, у кого-то колесо отваливалось. Ну, я это утрированно говорю, но тем не менее причина ДТП – это неисправность автомобиля. Необходимо наводить порядок. Понятно, все автомобилисты уже привыкли к тому, что получить диагностическую карту они сейчас научились очень быстро, умело, стоит это около 1000 рублей, машину никуда гнать не надо. К сожалению, нашлись прорехи в законодательстве, ну, естественно, этим тут же воспользовались. Машина, соответственно, имея диагностическую карту, техосмотр как таковой не проходит. Все это приводит к тому, что на дорогах появляются машины, которые, ну, таким сленгом, что называется, крыльями машут. Крылья прогнили, тормоза не работают, габариты не светят, фары одна горит, другая не горит, то ли это мотоцикл едет, то ли автомобиль, непонятно. Поэтому порядок наводить надо. Вот этот законопроект – это существенный прорыв, я считаю. Он приведет, ну, по крайней мере, начнется наводиться порядок. Действительно, автомобилисты начнут проходить этот техосмотр. А в процессе посмотрим, ну, все же в мире постоянно меняется, вот, и будем его корректировать. Вот, допустим, Озеров Виктор Алексеевич порядка 100 поправок еще вносил, это поправки регионов со всей нашей России матушки. Я посмотрел внимательно, там есть очень здравые мысли и идеи, но в этот правительственный закон они не вошли. Но я думаю, что в дальнейшем они могут быть учтены, и наш комитет по экономической политике, будет мониторить исполнение этого законодательства, ну и будем вовремя его корректировать. Я вам более того скажу, не в страховую мы обращаемся с диагностической картой, а часто в страховой компании сидит агент, который говорит: вот, 1000 рублей в кассу, и мы вам выдадим диагностическую карту, вы пока посидите, кофе попейте. Вот к чему все пришло.